Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что случится, что произойдет в ближайшие 2-3 дня. Загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения и обратитесь к высшим силам с таким вопросом: что меня ждет, что по судьбе в ближайшие 2-3 дня. Я думаю, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, мои хорошие, очень много положительных моментов, но и предупреждения есть. Давайте по порядочку пойдем. Смотрите, у кого-то будет очень много поездок. Вот вы будете пользоваться транспортом, личным транспортом, общественным транспортом. Вот прям колесите, вы колесите. Вот как-то и туда нужно поехать, и сюда. Ну, это нормально, это жизнь. Вам тут говорят: ничего не бойся, не ленись, самое главное. И используй каждую минуточку своей жизни на то, чтобы вот как можно быстрее все вопросы, все дела порешать и урегулировать. У тебя все получится, дороги тебе открыты, и не бойся, не бойся. Тут и поддержка вам есть, и люди вам хорошие будут встречаться. Так что занимайтесь. У кого-то прям непредвиденные какие-то вот поездки возникнут, когда нужно будет срочно вот все брось и иди, едь, получай, отдавай, да? То есть придется помотаться. У кого-то тут бюрократическая тема есть. Возможно, будете обращаться в госорганы, какие-то учреждения, может быть, муниципальные учреждения. Ну, в принципе, вот вы рассчитываете, что будет сложно. Да, вот какие-то горы, да, мне нужно это все будет преодолевать, какие-то острые моменты. Мои хорошие, у страха глаза велики. Как только вы за это дело возьметесь, вот поверьте, да, удача будет на вашей стороне. Вы все свои дела доведете до ума. И никакие горы, никакие там острые на язык люди, никто вас не сможет остановить. Никто. Вот ваше желание, оно сотворит чудеса. Вот желание добиться, пробиться, договориться, все будет. И все будет замечательно. Так. Телефонная трубочка вышла нам. Будете с кем-то очень много что-то обсуждать по телефону, долго будете обсуждать. Ну, тут, скорее всего, с левой стороны это кто-то вам на ухо присядет. Да, какие-то затяжные разговоры у вас будут. Но, тем не менее, мои хорошие, какую-то информацию получите. Либо лучше начнете понимать человека, либо понимать, что происходит, да, вокруг вас, с вами, там. Какие-то тайные секреты могут вам раскрыть. Но времени, конечно, очень много потратите на именно разговоры по телефону. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня от мужчины. Вот кто с мужчиной в паре, в браке, в отношениях. От мужчины идут какие-то вот серьезные предложения вам. То есть мужчина как будто бы крестик к вам тащит. Ну, то есть судьбу, да, решение, либо действия, которые способны повлиять на судьбу и вашу, и этого мужчину. Ну, и как бы, если есть детки, да, и на деток могут повлиять. Здесь мужчина либо с чем-то определился, либо на что-то решился. Сразу хочу предупредить, что, может быть, не совсем будет понятно, чего он хочет, чего добивается, на что намекает. Значит, терпение и такт, проговаривайте, вот все моменты проговаривайте. Не стесняйтесь спросить, не стесняйтесь уточнить. Это очень важно. Потому что мужчина в какой-то момент может сбиться, сконфузиться, замяться, да, и не озвучить то, что у него в голове. То есть тут нужно будет немножечко даже поддержать. Вот тоже выделить как-то время на то, чтобы посидеть, спокойненько все обсудить, обо всем поговорить. Если с мужчиной вы сейчас в каких-то сложных отношениях, да, поспорили, поругались, ну, это жизнь, да, все бывает. Мои хорошие девочки, найдите в себе силы действительно дать человеку возможность высказаться. Не критикуйте, не цепляйтесь к словам. Вот пусть говорит,
пусть говорит. Вот что-то он вам такое скажет, что вы просто обалдеете, и это все поменяет между вами в лучшую сторону. Дальше, мои хорошие, гость на пороге кому-то идет. Вот прям неожиданно возникнет, но человек очень положительный, очень хорошо к вам относящийся. И этот человек, вот визит этого человека, он очень благоприятный для вас. Может быть, вы, скажем так, ждете этого человека, да, а человек говорит, ну не знаю, получится, не получится, приду, не приду. Придет, получится. Очень хорошо, кстати, с этим человеком вот либо что-то будете вместе делать, либо просто посидите, вот душевненько поговорите. Человек идет вот с благом, благо с собой несет. Так, дальше идем. Здесь у меня 2 человека, скорее всего, по работе смогут договориться. Либо, знаете, как еще может отыграться, вы и, например, работодатель, да, либо заказчик, клиент. Здесь будут заключены какие-то очень выгодные договора, какие-то выгодные договоренности, предложения какие-то очень хорошие поступят к вам. Здесь очень благоприятно вот заниматься работой, бизнесом, поиском новой работы, новых предложений. Вот прямо если вам очень там нужна новая работа, вот как раз делайте удар на эти дни. Вы будете ходить на собеседование, знаете, что там люди будут очень дружелюбно к вам настроены, будут вас очень заинтересованы. И все предложения, которые вам будут поступать, они на самом деле все вот выигрышные и классные для вас идут. Так что здесь у нас замечательно. У нас тут чаша, которая начинает наполняться. И наполняют ее 2. То есть вы с одной стороны, и тот человек, с кем вы будете договариваться, с другой стороны. Как бы люди очень заинтересованы друг в друге. Дальше, мои хорошие. Кто-то получит предложение по какому-то... То есть обучение, скорее всего, идет. Обучение. Но обучение это может быть что угодно. Начиная там от языковых курсов, заканчивая там курсами повышения квалификации, может быть, водительские курсы. Будет предложение, кстати, очень неплохое, но вас что-то будет смущать, либо кто-то вас будет отговаривать. Значит, не слушайте вы никого. Если предложение поступит, конечно же, соглашайтесь, вам это предложение идет во благо. Ну, а тот, кто отговаривает, либо сам не владеет полным спектром информации, либо просто завидует. Кстати, о завистниках. Есть у вас завистница, женщина, у нее какая-то вот прическа высокая, не знаю, что-то вот на голове у нее такое вот прям объемное, может быть, как платок, может быть, какие-то сложные прически она делает, либо такую вот гульку носит. Очень такая строптивая особа. И вот от этой женщины веет какой-то вот неприятностью, да. Может быть, какие-то претензии вам будут выставлять. Может быть, узнаете, что она у вас слухи распространяет. Ну, как бы да, приятного мало, но я вижу, что она вас боится. Вот она боится вам вот в лицо что-то сказать, да, либо вот какие-то претензии вам в лицо предъявить. Она боится вас. И если вы хотите поставить точку вот в этой конкуренции, либо в таком отношении, просто подойдите и вот в лицо ей скажите, в чем проблема? Что хочешь, что надо. Поверьте, она испугается, стушуется и больше уже против вас бочку катить не будет. Так, и для девочек, кто, скажем так, в отношениях, тоже вот эта женщина может отыграться как соперница и в любви. То есть начнет к вашему молодому человеку подкатывать свои выпуклости и впуклости. Вот здесь тоже нужно, знаете, построже быть. Построже, не бояться, что там кто-то посмеется, да, либо типа как мой там молодой человек отнесется к этому делу. Надо защищать свои отношения и свою любовь. Знаете, какие бабы наглые бывают. Поэтому, девочки, не стесняемся. Ну, не хотите, чтобы ваш молодой человек, скажем так, знал, какая вы боевая. Ну, взяли ее там, отвели в уголочек и так четко и ясно ей сказали, кто она такая и что с ней будет, если она и дальше будет флиртовать с вашим любимым человеком. Так, здесь у меня какая-то вот мышь закралась. Мышь. Здесь могут быть какие-то мелкие потери, мелкие какие-то, ну не кражи, нет, это не кражи, это потери больше идут. Проверьте, пожалуйста, срок годности продукта в вашем холодильнике, либо
того, чем вы пользуетесь. Например, там шампуни, батарейки проверьте. Проверьте, оплачены ли у вас там коммунальные услуги. Потому что по этой мыши могут быть какие-то неприятности вот в плане того, что, ну, например, вам нужно что-то быстро приготовить. Вы достаете продукты, а они испортились. Либо хотите там включить телевизор, батарейки нет, вам там неожиданно электричество там обрезали, да, либо что-то там с водопоставкой произошло. То есть могут быть мелкие неприятности из-за того, что что-то вот закончилось по сроку, либо срок действия оплаты, либо срок абонентской платы, либо срок годности продукта. Вот здесь нужно обратить внимание, чтобы не было каких-то неприятных сюрпризов у вас. Так, мои хорошие, здесь у меня очень красивая женщина, просто невероятное, какое-то преображение идет. Кто-то из девочек будет собой заниматься. Принарядитесь, может быть, обновки какие-то, новая одежда, новый стиль. Может быть, сходите в салон, какую-то прическу вам сделают. Может быть, освоите какой-то новый макияж. Да? То есть вы будете блистать очень красиво и очень будете привлекать внимание людей. Могут быть приставания и могут быть даже какие-то непристойные предложения. Ну, я думаю, что вас это не расстроит. Ну, посмеетесь, да. Ну, сколько тут дурачков в мире живет, что на каждого внимание обращать. Вот. И сразу тоже хочу предупредить. Тут у меня выходит, скорее всего, какая-то ваша знакомая женщина, подруга, опять же, родственница, может быть. Этой женщине не понравится. Вот честно, ей не понравится, как вы выглядите, либо сколько внимания вы получаете. Тут просто идет какая-то банальная ревность, и поведение этой женщины, оно будет очень таким, ну, абсурдным, даже в какой-то мере непредсказуемым. Значит, отнеситесь к этому с пониманием, да, то есть не все люди плохие, да, и не все люди могут справиться с теми эмоциями, которые они испытывают. Ну, увидите, что она там нервничает, психует, ну, поговорите с ней, скажите, ну, давай я тебе там подскажу, помогу, там, сходим вместе за покупками, либо я тебя отведу к своему там мастеру, стилисту. То есть успокойте ее. Ругаться, там, говорить, о, ты мне завидуешь, там, все, пошла вон. Так поступать нельзя, это плохо. Так, мои хорошие, ну и вот смотрите, к вам еще тут птичка залетает. Птичка очень, кстати, красивая. У кого-то из девочек отыграется как очень красивый мужчина. Вот просто, ну, я не знаю, как будто бы с обложки журнала, да, вот такой красавчик идет в вашу жизнь. Значит, обратит на вас внимание этот мужчина. Но вы почему-то побоитесь, да, ну, он слишком хорош, ну уж слишком красив, боже, нет, он не может быть, что прям ко мне, не-не-не. Мне страшно, я межуюсь, мои хорошие девочки. Но сразу же никто вас в отношения звать не будет, и никто сразу вам постель предлагать не будет. А просто пообщаться с человеком, познакомиться, подружиться. Это же нормально, это естественно. И почему вы себя так недооцениваете? Что вы думаете? Вы хуже выглядите, либо что? Красивые мужчины, они лишены чувства там, любви? Нет, нет. Пожалуйста, знакомьтесь, общайтесь. Вы действительно будете этому человеку очень интересны. Так, и еще. Здесь у меня женщина ловит звездочку. То есть какое-то желание, какая-то мечта станет к вам ближе. Пока вы ее не поймали, но вот, пожалуйста, вот где-то рядышком уже с вами. Возможно, у вас появятся какие-то возможности, какие-то шансы появятся, да, чтобы свою мечту, то, о чем вы мечтали, то, чего вы хотели, вот реализовать, либо получить. Ну, то есть это очень классное состояние, когда вы понимаете, что вы управляете процессами. Вот какая-то подсказочка пойдет, либо действительно что-то где-то откроется, что-то вам будут предлагать, либо вы сами вот поймете, что мне нужно делать, чтобы мои желания, мои мечты поскорее исполнялись. Ну, а кто-то из девочек действительно поймает звезду, то есть какая-то популярность пойдет. Если вы, ну вот, не знаю, в медиасекторе, либо вы, там, может быть, вы ютубер, там, влог свой ведете, да, вот к вам будет повышенное внимание, то есть у вас какой-то уже звездный статус появляется, это очень замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.